Пошел стрим, наконец-то. Короче, в чем все дело было? Где-то неделю не получалось стрим сделать, потому что ошибка выскакивала. Ошибка при начале трансляции, что нету связи какой-то, что-то нету, поэтому не удавалось. Много раз пытался, и ничего не удавалось. Таким вот образом. Так, ну что, сегодня у нас суббота, 5 марта. Видите, люди тащат тут подарочки, смотрим. Скоро 8 марта, поэтому Якутск весенний, предпраздничный. О, даже капель какая-то я тут видел сейчас. Что-то там с крыши капает, уже тает. Так что давайте. Вот, да, тоже сосульки здесь есть. Ну, народ ходит, конечно, по магазинам. Но сейчас многие, вот видите, да, накапало здесь. Ледок. Многие ходят по магазинам и, мягко выражаясь, фигеют от новых ценников. В общем-то, ну, электроника точно выросла, да, я не знаю, как там другие вещи, но электроника очень хорошо выросла в цене. Новые айфоны, ну, новые цены, вернее, на айфоны появились в въездном. Получается, у нас 170 тысяч, там какая-то iPhone 13 стоит 171 тысяча рублей. То есть очень хорошо подросли цены, процентов на 30-40, где-то даже больше еще. Поэтому, в общем, люди в шоке, многие в шоке от цен. Ну, у кого есть деньги, они даже по этой цене берут, потому что не знают, что будет впереди. Абсолютно никто не знает. Ну, вот таким вот образом. До праздника у нас еще сколько? 2 дня, да? До 8 марта. Ну, в Якутске, кстати, хорошая погода такая. Давайте прогуляемся с вами отсюда. Это с этой стороны вот Туймада, торговый центр. А здесь вот Синема-центр. Сейчас мы с вами выйдем, вот, где лед, где ледовый каток. Кстати, открыли, значит, еще 2 ледовых катка бесплатных. Значит, в городе это можно ходить, где доступнее вам, где ближе. Погода хорошая, замечательная. Так, как нам пройти-то? Вот какой-то фильм. 29 апреля. Это, кстати, получается местный фильм, снят нашими продюсером Дмитрий Татаринов. Фильм основан на реальных событиях «Сердце солдата». Кино с 29 апреля по заказу МО «Кобейский улус». Режиссер Руслан Тараховский. Тоже повесили предварительно этот баннер. Так что сейчас, кстати, интересно, да? Вот эти вот фирмы-то всякие, там Paramount Pictures, какие-то Warner Brothers там и так далее. Они, значит, теперь уже не дают нам фильмы для проката, поэтому как вот сейчас будет выживать эти кинотеатры, совсем непонятно. Тем более там цены на билеты такие были. Космос. Люди ходили как бы, да?
Ну, немного людей, но все равно ходили. Не то, что раньше, конечно. Вот раньше были, значит, когда премьера какого-то фильма была, там залы просто были переполнены. Люди давились в кассу, чтобы посмотреть новый какой-нибудь фильм. Ну и по цене оно было как бы доступно. Естественно, не было этого интернета, халявы не было бесплатной, онлайн-кинотеатров не было. Поэтому многие бегали в кинотеатры. Так, ну что, мы по мостику над Талым озером идем. И я что вижу? Вот с этой стороны у нас оба каток катаются. Вот сегодня тепло, замечательная вообще погода. И еще что я увидел. Вот с этой стороны тоже сделали зачистку. Сейчас поближе. Но здесь не каток, а какие-то вот такие вот. И вон там еще чистят, кстати. Так, дайте-ка я... Блин, мне как неудобно ходить. Сейчас, минутку. Так, это что такое? Что такое пошло? Заблокировать пользователя. Фигня какая-то пошла. Так, это получается у нас здесь... Вот на таких вот, видите, да, катаются. И вот там еще чистят лед. Чистят лед. Какие-то льдинки там, я вижу, что-то будут делать. То есть вот эта территория тоже с этой стороны, она подготавливается. И что-то там будет. Горки, по-моему, да, какие-то будут. Еще что-то будет. Так. Я вообще-то иду. У меня сумка. 2 сумки. Еще стримить приходится. Думаю, тяжеловато, конечно, все одновременно это тащить. Я думал, что не пойдет у меня стрим, но все пошло, все пошло. Вот такой вот каток. Вот даже кто-то с клюшками, с шайбой пытается играть в хоккей. Только трус не играет в хоккей. Так, да? Ух ты, вертолет летит, смотрите. Вертолет. Ну, что он летит так интересно. Прямо над городом. Это он куда? В Маган. Там взлетная посадочная площадка для вертолетов. Насколько я знаю, малая авиация там базируется. Так. Вон горки, они с них прямо катаются. Прямо катаются. Ну что, давайте дальше пойдем. Немножечко вам показать весенний предпраздничный Якутск. 8 марта. Вот, поэтому это, в общем, радостно, что получился стрим, потому что не давался. Говорю, несколько дней подряд я пытался, и ничего не получалось у меня. Ничего, ровным счетом. Была ошибка связи. А сейчас все нормально, все успешно. В чем дело, я не пойму. Собак выгуливают. Лишь бы только убирали, конечно, за этими собачками. То есть тут понятное дело, да, вот это вот люди, многие дети. Еще если тут собачьи какашки будут, это не есть очень хорошо. Такая площадочка зачищенная, она очень большая, практически на всю территорию вот этой части озера Талого расчистили. Ну и вот там вот
будка, там прокат коньков 150 рублей в час. Залог там надо 2000 рублей вроде бы, или паспорт, или телефон, айфон на коньки променять, да? Так. Да, ну вот хорошо, что все-таки в Якутске уже хорошая такая весна, ну не так тепло, ну, нормально. Градусов 15 сейчас у нас, ветра нету, вот даже я тут слышу, птички чирикают, то есть уже просто замечательно. Да. Давайте походим, просто кому интересно посмотрит. Такие вот буду планы небольшие делать, останавливаться. Смотрите. Но все-таки вот эту зону ее желательно было бы от снега почистить, то есть она в снегу, то есть снежок-то падает у нас, и надо, чтобы какая-то машина здесь все-таки каждый день обслуживала, с утреца чистила эту территорию, лед от снега. Не очень хорошо это скользить, конечно, если снег присыпает лед. Так, какие сиденья, видали, да? Можно стоя на них сидеть. Вот сколько здесь, смотрите, куча снега, куча снега. Вокруг зачистили. И вот эти вот снеговые сугробы образовались. Да, тепло, кстати, тепло, что очень-очень радует. Можно, в принципе, все забыть. То, что вот негатив какой-то. И наслаждаться погодой в Якутске. Зиму мы пережили, что, в общем-то, отлично. Так, вот, даже бабушки гуляют. Ну, а что делать? Сидеть. И так этот коронавирус уже всех достал. Люди сидели дома. Сколько времени можно? Надо сейчас выходить на улицу, обязательно гулять, кататься на лыжах, коньках. Это обязательно. Ну, хотя бы гулять, если у вас уж ни того и ни того нету. Какие-то ступеньки или что это за бревна здесь деревянные, просто оставили. Ступеньки какие-то. Непонятно. Что, чего. Давайте еще вот сюда пройдемся с вами. Так, улица Короленко. Идем. Здесь машин тут очень мало, транспорта, поэтому можно спокойно перейти. Так, это вот Короленко 6 у нас, общежитие колледжа связи, кто знает. Короленко 6. Дом построен еще в 60-х годах, естественно, на сваях уже тогда строили. Ну вот стоит нормально все, без каких-либо проблем. Так, мне неудобно тащиться, рука уже затекла. Такими дворами проходим якутскими, города Якутска. Сейчас выйдем с вами на улицу Орджоникидзе.
Это уже Никита. Надеюсь, вас там не сильно трясет. О, даже качельки какие стоят. У них двора-то нету, вот они тут что-то такое квази-дворик сделали. Как будто бы. Да, на первом этаже этого здания открыли какие-то тут магазины или фермы. А, это медицинская фирма. Так, как удобно. Так, подождите минутку. Я перехвачу. Крайне неудобно ходить. Сейчас, минуточку. 5 человек смотрит, 6 лайков. Спасибо большое, что смотрите. Сейчас как бы вроде бы сказали, что YouTube не показывает рекламу в России, поэтому тем, кто выкладывает контент какой-то авторам, у них не будет вот этой монетизации от рекламы. И многие потеряют в доходах. Ну, у нас канал такой, он, там просмотров крайне мало, поэтому никакого практически нет дохода, поэтому все это делается мной как бы на чисто альтруистических с целей побуждений, значит, просто, как бы сказать, без явной какой-то выгоды для силы. Люди, интересно кому-то смотреть город, ну что, почему не сделать приятное людям? Почему не сделать приятное, как хобби, в общем-то. Главное, чтобы YouTube, он сохранил аккаунты и видео все. Вот в этом, я считаю, главное сейчас. Как бы фиг с ним с доходом, но вот этот контент, то, что люди выкладывали, там много очень интересных каких-то вещей они снимали крайне редких, которые с большими проблемами снимались там и так далее. Крайне редкие видео. Если это, главное, чтобы это все не закрыли и был доступ ко всему. В этом основная ценность, в общем-то, Ютуба в этих видео. Улица Курашова. Много народу. Я думаю, там вот где вдалеке у нас... Так, это что там такое? Опять это поперло? А, нет, я удалил, да? Айси. Я вот не поняла, зачем такие скамьи. Привет, кстати. Привет. А я не знаю для чего. Может стоять, чтобы... Айси, привет. Солнышко, ого, у вас зима еще скрипучая во всей красе. Ну, для нас это уже не зима. Для нас это весна, для Якутска. Я вон уже даже без рукавиц, смотрите, хожу. У меня сумка, я накупил там продуктов. Макарон, горохов. Надо немножко, чтобы запасик был дома. Как бы. Товара много, у нас его паники такой какой-то нету, что все скупали там что-то. Ну, макароны, в общем, недорогие взял. 800 граммов пачка. 48 рублей. 800 граммов. То есть такая. Даже совсем цена такая не повышенная. Цена дешевая. Импортные макароны, они, конечно, и тогда были дорогие, и сейчас тоже еще дороже стали. Но если питаться отечественными продуктами, это получается нормально, недорого по цене. Но вот я думаю, что вот видите, да, вот эти торговые центры все, проспект, ЦУМ,
Саха-Экспо, там сейчас народу мать мущая. Я вот думаю. Вот это здание мэрии Якутска, на ней мы видим с 8 марта баннер такой большой. Поздравляют с 8 марта. Это улица Курашова, вот это вот видно, да? Улица Курашова, это проспект Ленина. И начиная вот отсюда идет ремонт дороги у нас, вот этой части дороги. То есть ее перегородили такими вот железобетонными блоками. И идут сейчас работы здесь по вскрытию асфальта, изъятию грунта, где-то метра, наверное, на 1,5-2. Но если судить по той части, которая возле театра оперы и балета, там скрывали на метра 1,5-2 глубиной. Здесь аналогично должно быть все сделано. Ну и сейчас получается кусочек проспекта Ленина только работает. Вот отсюда, от улицы Курашова до улицы Кирова. Остальная часть, она сейчас перекопана. Так, я же хотел вон туда пройти. Куда-то у меня цель была еще посмотреть. Все-таки с компьютерной техники. Так, эти вот накопители меня интересуют. Они тоже в цене очень хорошо поднялись. Может быть, там еще что-то не так дорого. Я люблю Якутск. Надпись. Торговый комплекс Московский. Вот это вот. Такое одноэтажное здание. Ну, в нем хорошо то, что не надо никуда ни по каким лестницам ходить. Так вот зашел в одну дверь, да, так вот прошел. И вот там вышел. А напротив кинотеатр Центральный. Это мэрия. Так, ладненько. Так, тут открыт киоск, который предлагает, что нам? Он предлагает горячие напитки. Вот, пожалуйста. Коктейли, молочные смузи, мохито, лимонад. Ну, также у нас получается эспрессо 150 миллилитров, 150 рублей стоит. Таким образом. Ну и также шаурма классическая по цене 200 рублей. 200 рублей. С сыром 240. С чипсами даже 240 есть. Так, а это что у нас такое? Самса 90 рублей. Корник 70. Такие вот цены. Самое дешевое — это пирожок с картошкой. Стоит он 50 рублей. Да. Уже 50 рублей не деньги. Раньше, я помню, пирожок с картошкой стоил... Сколько он стоил? Рублей 5. Они были дешевые. То есть пирожок с мясом был дороже, естественно. А картошка, она же дешевая была. Ну и это самое. Поэтому, ух, тут сколько народу-то, да? Люди идут просто большими толпами в этот торговый центр Проспект. Но тут же также есть у нас Бургер Кинг. Бургер Кинг. Съездить, посмотреть, работает он, нет. Бургер Кинг. А вот в том здании KFC находится. Вот только в маске и перчатках. Сейчас ограничения сняли, поэтому, в общем-то, можно. Главное, чтобы маска была. Вот, кодов не надо никаких. Свободный проход. Здесь при входе тоже продают выпечку разную. Открылся
Круассанчики 225 рублей. Пожалуйста. Пирожок с мясом 60 рублей. Он что-то маленький. Ножевок. Всякое вкусняшки. Такие вот эклеры по 165. Маршмеллоу. Одна штучка такая 65 рублей. Угу. И тут что такое пирожок 650 рублей. Малиновый и черничный. Тортик 1000 рублей. Тут у нас эскалатор. Здесь тоже что-то продают. Тоже выпечку. Цены примерно такие же. Вот здесь они побольше, и цена, соответственно, побольше. Так, как нам подняться? О, кстати, смотрите. Такое вот, как фото, да, для селфи. Тут цветы. Естественно, искусственные. Но можно вот тут сфоткаться. Так, как нам наверх подняться? Я хотел в ДНС зайти, глянуть, что почем. Может, что-то еще осталось по старой цене, но маловероятно. Они сразу же повышают цены, как только курс меняется доллара, валюты. Сразу. Каждый день переклеивают ценники. Это же какой труд надо, а? Сколько надо наклеек менять, переклеивать. Это просто кошмар, конечно. А это не надо. Так. Смотрим. Хорошо, давайте зайдем, посмотрим. Чё? Ноутбуки 4. Добрый день. Пятый, да? Что-то конкретно интересует? Да просто цены-то сильно выросли, нет? Да, немного, конечно, выросли, но 15% это много? 15? Ну это за день, да? Нет, за весь период. Ну, по-моему, они дешевле вот эти стоили. Нет, 1100. походу там процессор другой был, i5. Да? А седьмой седьмой, вот да? так и стоил. Ну, это 150, да? Ага. Ну, да, возможно. А цены уменьшатся вообще? Ну, нет, Потому что это как бы цены-то, в общем, очень высокие. Нет, ну, нет никаких предпосылок, чтобы они упали. Но курс доллара может вниз пойдет. Нет, вот не зависит же от курса. А от Зависит чего от того, зависит? что этот товар больше просто не будет. То есть вот это последние модели, и их надо успевать забирать, да? Да. Ух ты. Ничего себе. Что говорят? С ума сойти можно. Вот такой вот недорогой ноутбук. Ирбис 3390. 34 тысячи. Ну, он, наверное, плохой совсем. Здесь мышки, клавы всякие. Так, что там еще у нас есть? Телевизоры. Разные. Так, а вот они для компьютеров. Это память, получается, да? Ага. Оперативная память. Угу. Так, а вот эти накопители. Да, по-моему, было дешевле. Что-то он немножко не то сказал насчет 15%. Они были, по-моему, дешевле раза в 2. Эти накопители. 122,5. Видеокарта, но это самые дешевые, 20 тысяч. Вот такая стала стоить. Да. Да, явно не 15%. Явно не 15%.
50% как минимум. Я смотрю. Так, а эти телефоны тут есть? Гурат бомба просто сразу. Не, я тебе реально говорю, это 100%. Так, Просто выигрывать она именно в военном плане. так. Ну, все понятно, в принципе. С этими ценниками. Ладно. Давайте выходим на свет Божий, как говорится, на улицу. У нас потеплело. И ходить жарко. Ходить жарко. Давайте здесь спустимся. Сейчас возьму выход. Просто вниз сейчас. Фух, жалею. Ой, жарко. Все, надо уже зимнюю одежду снимать, более легкую одевать. Все магазины заполнены людьми. Так, давайте дальше пойдем. Погуляем просто по улицам. Это магазины. Не было и нету. И ничего страшного. Да? Так. Вот мы тут проходим мимо вот этого большого здания, в котором мы только сейчас находились. Этажи. Сзади вот так оно все тут выглядит. Смотрите, какая многоэтажная конструкция. Вот. И кондиционеры. Кругом кондиционеры. Так, вот это вот школа здесь. Вторая, что ли, по-моему. Если я правильно помню. Интересно, архитектура, да, то есть вот на таких сваях, то есть под этими сваями можно машину поставить, запарковать. Невромет. Вот что за невромет? Так, это что, школьники, да, выходят? Сегодня рабочий день, кто знает. Баскин Роббинс, вот здесь, кстати, вот это кафе. Буржуйское мороженое. По бешеным ценам, я знаю, там один шарик тогда стоил непотребные деньги. А сейчас так вообще невозможно, по-моему. Вот это вот, я не знаю, там цены космос. То есть здесь за одну порцию мороженого я плачу небольшую, да, сколько денег, как я куплю там целый килограмм мороженого в магазине. Курашова 8 адрес. Ну и вот это вторая школа, да, она сейчас вдоль нее пройдем, посмотрим. Она расширенная, вот этот пристрой сделали довольно давно. Да, вторая школа. Вот этот пристрой. Потому что самый центр, как бы топовое место такое. Людей много проживает. Все хотят в центре учиться. Детей своих, чтобы в центре учились. Поэтому дополнительно пристроили еще большой корпус. Так, мы здесь пройдем, я хожу так уверенно, как бы, не знаю, может там тупик.
Здесь, кстати, вот такая, это как называется, для бега, да, полоса препятствий. Вот так вот у них все сделано. То есть можно бегать. Я бы вот тут рядом, если бы жил, я бы, наверное, территория-то как бы не закрывается. Может быть, приходил бы, бегал, занимался физкультурой. Такая полоса препятствий, вот ее пробежишь и точно полкило скинешь. Так, все, это мы вышли вот здесь вот, да? Какой интересный вход какой-то. Так, специальный. Так, где мы вышли? Не соображу. О, тут смотрите, тут даже библиотека есть. Так она, так сказать, вот алкомаркеты, они все где-то на центральных улицах, да? А здесь, смотрите, библиотека. Где-то незрачно так притаилась, ее даже не видно. То есть, ну, кто вот узнает, да, что здесь есть библиотека, специализированная детская библиотека вот, имени А.П. Гайдара. Вот. Пожалуйста. И кто знает, что здесь библиотека, никаких вывесок, кроме вот этой вывески нету. То есть при всем желании ее сложно найти так вот просто, если у вас цели, конечно, нет такой, найти библиотеку. То есть вам она на глаз не попадется. Вот в чем вся проблема. То есть вот в это... А, вот все-таки здесь есть вывеска, да? Но все, проспект Ленина 7/2 адрес, кстати. Кто вот здесь живет, тут может, там детская библиотека, значит, для детей она, да? Ну, книги читать, конечно, интереснее. В живом виде, как говорится, а не в этом электронном. Здесь также, вот смотрите, ветеринарная клиника Поливет. Поливет. Ну, сейчас вот там мы попробуем между теми зданиями пройти. У кого есть собака, кошка, вот может в центре самом проспект Ленина 7/3 найти ее. Так, как мы тут я хотел пройти. Туда вот. Удастся, нет? Ну, сейчас попробуем. Вот, тут есть проход. Я так понимаю, здесь раньше когда-то теплотрасса была какая-то. Потому что вот эти бортики от нее, но ее убрали, и вот осталась такая вот дорога. Дорога. Какие-то здесь росписи непонятные, жуткие. Да, пачкают. Тренируются в пачкании. Это как обычно подростки, дети занимаются этим. И смотрите, здесь мы вышли как раз Золотник, дисконт-центр, ломбард. Кстати, говорят, НДС отменили золото покупки. Вот, недавно. То есть вам не надо платить там сколько? 20%, да, за покупку золотых ювелирных изделий. Поэтому, ну, это специально сделано, чтобы люди сейчас в наши сложные времена как бы могли свои сбережения в золото там, допустим, инвестировать. Золото, она всегда золото. Оно не как деревянные бумажки, да, оно всегда будет пользоваться спросом. Его можно будет всегда продать, ну, смотря за какие деньги, конечно. Так, и здесь у нас, вот смотрите, торговый дом Керга ювелирный. Они, кстати, разыгрывают машину за покупку ювелирных изделий. Будет вот машина. То есть вы там на 2000, по-моему, если купите, будете в лотерее участвовать. Вот. Так. Diamond. Бриллианты, тюльмада.
Так, и сейчас мы выходим на улицу Ленина. Улицу Ленина напротив кинотеатра, ой, что я говорю, напротив гостиницы Лена. Сейчас мы видим, что здесь работают вот такие мощная спецтехника. Она, видите, да, как яму роет. То есть вот углубляет место, где проходит дорога. Они решили, значит, вынуть большое количество грунта на большую глубину и заново засыпать все по технологии и уже потом заасфальтировать. Вот. То есть они сняли асфальт и сейчас углубляют ее, углубляют. Ну, дорога перекрыта такими вот лентами. Да, и тут вот у нас экскаватор, да? Экскаватор вроде бы как. Вот с таким ковшом. Вроде бы да. Извиняюсь за такие рывки. У меня сумка на плече, сумка в руке. Поэтому тяжеловато еще снимать одновременно. Так, вот он, смотрите, глыбину так поднял на высоту и стоит. Там у него груз. Интересно. Ждет, наверное, когда подъедет машина, грузовик, и он ей туда накидает внутрь. То есть, смотрите, здесь вот видно, как эту дорогу делали. Такие вот бревна какие-то. Их сейчас оттуда выломали. Все это дело. И все сделают заново. Проложат. Ну, в общем, масштабные, грандиозные работы. Вот там вот даже в районе театра оперы и балета, значит, когда копали дорогу, нашли захоронение древнее. А вот он подъезжает, и сейчас, соответственно, он его туда высыпет. Древнее захоронение нашли 18 века, что ли. Ага. Сейчас он его туда опустит, подъезжает. Встает, видно, вон там против солнца снимаю. Не очень удобно, конечно. Но по-другому так. Давайте пройдем. Еще немножко другой ракурс. Сейчас я возьму вам. Ой, прямо солнце. Вот, прямо солнце. Ну давай, пускай что-то он лежит, стоит в одной позе. Так, смотрите, разрыли все. Такие бревна какие-то древние. Когда они тут были положены. Эта улица раньше называлась улица Большая. Улица Большая, проспект Ленина. О, подъезжает он, подъезжает. Ну, давай. Давай. Что-то не хочет он совсем, ладно. Да? Не хочет. ЯКТ.ру. Сайт, кстати, портал якутский. Вот заходите, кому интересна информация про Якутск. Вот портал ЯКТ.ру. Там есть и форумы разные. И вот, ну, короче, вся информация и доска объявлений вот на этом сайте, портале. То есть вы там все узнаете, что проходит в городе, какие события, новости, мероприятия. Вот там все есть. Так, и эта машина, она, я вижу, подъезжает. Подъезжает. Сейчас что-то будет.
Я хочу посмотреть, как он пускает ковш. Вот видно. Видно. О. И вот так вот он ее туда аккуратненько. Оба-на! Грохот это сколько, а? Обалдеть. И пыль пошла. Пыль пошла, и вот как раз в окна этих жителей ближайших домов, да, у них, конечно, участь незавидная. То есть они сначала слушали вот эту долбежку, сейчас вот звук этой техники. Ночью не работают, поэтому ночью они отдыхают. Так, это у нас площадь Орджоникидзе или Кулаковского. Тут памятник вот там Кулаковскому стоит, видному деятелю Якутии. По старинке это здесь был раньше пятак, такая круглая развязка, пятак, и машины вот вокруг бегали. И чтобы перейти, допустим, вот отсюда от Лорпа, да, здесь была остановка такая большая, много здесь автобусов всяких останавливались, практически все. Люди бегали через этот пятак, тик-тик-тик, вот сюда, на эту сторону. Здесь была вторая остановка. И вот на месте этого театра, Сахатеатра, был раньше, находился дом Хрущевка, ну, которая была в плохом состоянии, фундамент у нее, и там начались обрушения, и, соответственно, ее снесли. Построили театр. Площадь вот сделали такой формы, то есть сейчас дорога только вот с этой стороны, вот так вот проходит, а раньше была круговая развязка. Так, вот смотрите, даже эти светятся. Гирлянды вот здесь повесили, смотрите. Это где-то в Москве, если недалеко от Красной площади, тоже вот такая дорога, и там вот такие вот тоже шары или что там висит, все вот так вот светится, красиво. Фонтан. Ну, сейчас день, он, естественно, не светится, вот эта конструкция ажурная. И вот фигуры ледовые, я их уже снимал не один раз. Ну, кому интересно, давайте еще раз посмотрим, как они сейчас стали выглядеть. Последний раз я их поснимаю, потому что дальше уже будет тепло, и они просто растают. Да, такая участь вот ледовых фигур всех. Таять весной. Ну, у нас этот год столетие республики и 400, сколько лет-то, господи, тоже юбилей города. Новогодняя сказка. Вот тоже, как это, Гало холода. Вот острог, и вот это Гало холода. Вот так вот все это выглядит. Так, а здесь тигр, часы, тигра. Раньше, я помню, была такая фирма Тигра, которая торговала в Якутске компьютерами. Вот, кстати, по-моему, точно такая же эмблема у них была. Тигра она называлась. Тигра, Эльф была фирма тоже компьютерная. Они, короче, все разорились. Вышли с рынка, их заместили вот М-Видео, ДНС, Эльдорадо, такие монстры. Якутску 390 лет. Вот олени. Так вот все красиво выглядит. 390 лет и 100 лет республики. Так, кстати, 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Вот, видно. Значит, карта республики Саха-Якутия, флаг России вот на фоне. В Якутии проживает довольно много всяких народов. Русские, якуты,
белорусы, украинцы, татары, армяне, очень много народов. Поэтому в республике, это, соответственно, два языка официальных: якутский, русский язык. Вот этот Саха-театр, здесь спектакли проходят на якутском языке. Ну, преимущественно, да, но можно вот подойти к их афише, почитать, что там идет. Угу. Да, вот спектакли, соответственно, такие вот интересные, да. Так, мы прошли репертуар, а это вот актеры театра. В городе также есть еще русский драматический театр, есть театр оперы и балета, то есть там опера, балет, все, довольно высокая школа. Приезжали, ну раньше вот, когда не было этой пандемии, разные звезды приезжали с гастролями. Так, вот здесь выходим. И вот горка здесь. Посередине здесь стояла елка. Все, наверное, помнят. Я снимал ее. Горка. Детишки тут, видно, есть. Кто-то катается. Ну, надо приходить уже кататься, кто тут поблизости живет. Сейчас самые такие времена хорошие. Хотя открылся же ледовый парк, где 202 микрорайон. И в принципе там интереснее. Там, конечно, горки хорошие, высокие, большие. И там интереснее походить, конечно. Ну там цена, по-моему, 200-300 рублей, сколько я знаю, посещение. Ну, можно там целый день торчать. Там тоже, кроме горок различных, аттракционов, есть возможность покататься на типа бурана такого. А? Там банан тоже есть. На банане таком по снегу можно покататься. Ну, есть аттракционные шары разные, вот эти как ватрушки, на которых можно скатываться. Можно вообще в шар залезть и с нем скатиться. Есть там также кафе, где можно зайти погреться, перекусить, горячий чай, кофе попить, какой-нибудь хот-дог съесть, пирожок. Так что там так вот все организовано хорошо. ККД. Магазин Якутск. Бывший 4-й магазин, кстати. Вот это вот. Войти в него. Так. И почитать комментарии. А то тут на свету ничего не видно. Прямо сразу при входе мясо стали продавать. Скину здесь. Так, что-то мясо не подойдешь туда. Ладно, тут кафешка, можно кофе подпить, разные вещи, которые продают, в том числе и косметика стала продаваться. Конфеты. Такой коридор, идешь по этому коридору. Бананы. Цены почему-то не выложены. Приходится догадываться или спрашивать. Или так на обум брать. Какие-то ювелирные изделия даже. Молочка.
Луцкий хлебокомбинат. Все подряд, короче. Все продают. В том числе и вот там вот сервисный центр, можно даже телефон отремонтировать. Очки. Купить очки. Можно золото сдать. Ломбард. Вот есть. Это химию тут продают. Все подряд, короче. Жарко. Так, давайте я тут немножко почитаю, кто что пишет. Так. Доброе утро. Дневник Ирина Кримчалина. Привет, Тима, с Симферополя идет снег. Ого. А у нас снег тает. Начинает президент Крыма. Привет. Привет, президент Крыма. Президент Крыма, хорошего дня. Спасибо, вам тоже хорошего дня. Президент Крыма с Масленицей. Спасибо. Президент Крыма, мирного неба над головой. Конечно, обязательно и вам тоже. Так. Президент Крыма, какая красота. Да, красиво у нас стало, тепло. 15 градусов. Минус 15 градусов. Ой, я еще стащу здесь с сумками. Накупил продуктов на выходные. Ох. И приходится мне вот это все еще стримить одновременно. Короче, целое дело. А тут вот такой проход. Раньше с этой стороны был двухэтажный деревянный дом. Его благополучно снесли. И что-то сейчас там будут строить. Это интересное. Дом. Улица Петра Алексеева. Ну, Якутске вообще замечательно. Сейчас надо обязательно ехать куда-то. Если есть машина у вас куда-нибудь на горке какие-то, на сопки, там можно покататься с гор. Многие люди, которые приезжают, они берут с собой мангалы, делают там шашлык. Вот такой отдых приятный. 3 дня выходных у нас впереди. Так что есть время выехать и отдохнуть на природе, подышать воздухом. Потому что воздуха крайне не хватает, конечно. Люди сидят из-за этой пандемии по домам все загнаны. Зима. У нас особо не погуляешь. Минус 40. Длинный переход такой. Большое довольно здание будут строить. Сейчас вот интересно, как цены скакнули. Вот интересно, как сейчас будет все происходить. То есть по старым ценам уже стройки, я имею в виду, по старым ценам уже материал уже не купишь. Поэтому цена еще должна вырасти. Ого. И вот мы здесь вышли. О, работают. Смотрите. Вот этот дом долгожданный, его делают здесь. Тут вот такое строение, типа... Здесь когда-то был дом охотника. Вот это вот ураса, юрта, да, вот жилище коренных народов. Вот такая вот, типа вот здесь они что-то строят. Это такой большущий дом, который должны построить в третьем квартале 2021 года. Начало строительства второй квартал 2017 года. Уже вот год просрочки, представляете, да? Уже как год его. Ну, полгода уже должны были сделать, но пока он вот в таком состоянии. То есть работы, я вижу, там по облицовке довольно много, еще внутренние работы, естественно, должны пройти. Ну,
Такие большие дома, конечно, их строят сложновато, поэтому времени уходит много. Еще один проход. Такой вот. Проходим по улице Петра Алексеева. Что-то каким-то дымом пахнет. Интересно. Там, видать, что-то строители там делают. Holiday. Туристская компания Holiday. Что, неужели они еще работают, а? Точно работают. Там свет горит. Ну, внутренний рынок туризма, он работает. А, значит, соответственно, вот за границей сейчас... Ну, почему? Турция работает, да? Арабские Эмираты работают. Еще там Таиланд, говорят, работает. Тоже можно, россияне туда поехать. Стоматология. Смотрите. Ну, короче, Азия открыта для туризма россиян. Сейчас не знаю, как опять эти цены там. У нас же все по курсу доллара идет. Соответственно, тоже должно все вырасти. Авалон, комиссионный магазин. Ни разу тут не был. Чем они торгуют? Вальберис, вот пункт доставки. Пункт выдачи, да? Вальберис. И, как всегда, Алмаз, алкогольный маркет. Чтобы вам было не скучно время проводить. Так, давайте вот сюда нырнем. Сюда вот нырнем. Так, это что такое? Забота о ветеранах, инвалидах. Наша задача. Какое-то социальное учреждение. Здесь ремонт обуви. Будка. Сейчас, по-моему, уже... Хотя обувь, она всегда требует ремонта. Как и зубы. Такие профессии, которые, в общем-то, никогда всегда пользуются спросом. Зубы, обувь. Все изнашивается. Все требуется периодически ремонтировать. Так. Как тут пройти-то, а? Слушайте, посюда. Посюда там я не буду ходить, туда я не буду. Вот здесь вот пройду. Что-то я уже устал. Да, тут когда-то была остановка, вот здесь вот дом пенсии он назывался. Вот это что ли? Сейчас, по-моему, здесь находится биржа труда еще вдобавок. Ну как, центр занятости. Центр занятости по-современному он называется. В этом здании где-то. Так, мы что видим? Мы видим то, что снег скидывают с крыши в Якутске. Вот смотрите, сколько здесь снега накидали. И пока его не убрали. По идее, нужно его вывести, чтобы меньше было вот этих вот загрязнений. Потому что вот этот снег, он нечистый. Он нечистый, грязный. Его надо, по идее, вывозить, чтобы вот эта вся ерунда, она не оставалась в городе. Так. Ух. Как мне тут... Ё-моё. Так, улица Пояркова. Улица Пояркова, и там напротив магазин Поярков. Бывший 19-й магазин продуктовый. Ну, сейчас там, как обычно, там все подряд в нем. И продукты, и химия, и аптека. Короче, все подряд. Так, ой, куда я вышел-то?
Ну тут, конечно, движуха-то еще та. Который, я уже не знаю, по-моему, не получится мне перейти здесь точно. Ну, неудобно. Вот это вот участок улицы, чтобы перейти, это надо идти от одного перекрестка к другому. Поэтому, если вы захотите вот так вот быстренько перейти, у вас нифига не получится. Не получится. Ух. Ну, сейчас мы дойдем вот до того перехода, там я перейду и уже немножко другой вам участок покажу. Кто постоянно, конечно, смотрит канал, он видел уже. Этот участок. Магазин «Акварель», детская парикмахерская, продуктовый маркет, салон оптика, очки да линзы. Ну и вот этот «Акварель», который торгует канцелярскими товарами. Да. Вот тут видно, да? Смотрите, возле дороги снег, вот какой он грязный, да? Вот смотрите, такой черный местами. И, соответственно, деревья вот эти тоже покрываются таким слоем грязи. Сейчас еще немножко. Идем мы, кстати, в направлении дома быта. Старое здание еще советской постройки. Дом быта — это еще название у него Советского Союза. Когда-то там располагались различные, ну как это, видите, там у нас ателье находилось, ремонт, пошив унтов, парикмахерская, служба быта, вот вспомнил, наконец-то, служба быта, дом быта, поэтому, да, вот такие вот были, когда-то строили специально целые дома большие в городах, где размещалась служба быта, от прачечной до парикмахерской и так далее. А сейчас это, естественно, большое здание используется как магазин. Там ничего интересного особо нет. Так. Вот. Сколько я помню, это с момента с 91-го года уже сколько, 30 лет больше прошло. Он так магазином большей частью и служит. Как большой магазин. Перекресток, наконец-то мы дошли до него. Сейчас погуляем вон там по скверику. Сегодня как хорошо тепло, градусов 10, наверное, я сейчас думаю. Вот. Поэтому то, в чем я хожу, мне в этой одежде очень жарко. В куртке, в штанах зимних. Здесь вот сквер перед Дворцом культуры и техники. Сейчас это, о, господи, Дом дружбы народов. Такой сквер. Березки вот здесь вот так вот березки высажены. Соответственно, летом-то тут замечательно, все в листве, все деревья. Этот сквер называется сквер Карла Маркса.
Сейчас я вам его покажу. Здесь вот такие вот красивые скамеечки. И, кстати, на них есть такие надписи. Вот это, допустим, скамья посвящается народной артистке Республики Саха-Якутия Раисе Захаровой. Вот, и там даже стихотворение какое это написано. Вот, или вот эта вот скамья тоже посвящена кому-то. Сейчас почитаем, кому она посвящена. Скамья памяти посвящается известной певице, заслуженной артистке РСФСР и СССР Анастасии Лыткиной. Вот, пожалуйста. Вот кто-то варежку забыл. Смотрите. Кто варежку обронил? Красивая варежка, кстати, с узором. Так, скамья памяти посвящается народной артистке РСЯ Марине Поповой. Вот. И вот эти тоже скамейки. Не каждая скамейка именем какого-то артиста, артистки. Ну, я же не буду подробно. Все. И вот этот мужчина, Карл Маркс, он здесь стоит, никому он не мешает. В общем-то, со времен Советского Союза никто его тут сносить не собирается. Карл Маркс написано. Вот сквер Карла Маркса. Рядом с Домом дружбы. Дом дружбы народов. Вот это вот. Республика очень у нас многонациональная. Очень много народов проживает. Давайте вот сюда вот поднимемся по этой лесенке туда наверх. Вот, кстати, напротив Дом быта. Да, вот тут летом в этом скверике хорошо, когда деревья, они начинают листва на них. Вообще замечательно. Ну, опять тоже, как замечательно-то замечательно, но дороги со всех сторон здесь. Поэтому сидишь и дышишь выхлопными газами от машин. Так. Ну, это участь всех, кто в городах, конечно, живет. Такая где-то в центре. Так. А вот эти вот все дома, вот здесь, это недавно совсем постройка, буквально вот 2 года назад этот дом построен, этот тоже построен. Такие вот махины из стекла и бетона. Вот, кстати, женщины в народных костюмах. Сегодня, кстати, было же шествие. В народных костюмах ходили. Вот эти какие прикольные рисунки. Так, кто олень, да? Олень. Олень. Птичка сидит. Так. Вот смотрите, какие на них шубы национальные, якутские шапки. Так. Афиши, что проходит. Так, сегодня у нас 5 марта торжественное шествие в национальных костюмах, посвященное году культурного наследия народов России. Вот, кстати, проходит. Якутия мастеровая. Республиканская выставка ярмарка 2-6 марта. Вот она сейчас проходит, кстати, с 10 до 18, 1-3 этажи в Доме дружбы народов Кулаковского, 1-3 этажи, пожалуйста. 2-27 марта межрегиональная выставка мастеров Республики Саха-Якутия, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Народное искусство, национальное достояние. Так, вход свободный, пожалуйста. И вы можете увидеть вот здесь вот такие работы интересные народных мастеров. Изделия, вот видно,
Это национальная посуда. И вот из шерсти разные изделия. Также вот из кости мамонта. Вот хомус. Тоже инструмент варган, на котором играют. Вот таким вот образом. Так что приходите, пока она идет. Вот, вывески здесь 5 марта, День народного мастера Республики Саха-Якутия. Научно-практическая конференция, шествие в национальном костюме, выставка-ярмарка, конкурс профессионального мастерства, круглый стол. Так, сегодня, кстати, будет в 17 часов торжественный вечер, посвященный Дню народного мастера Республики Саха-Якутия. Угу. Вот. Приветствуем гостей, участников Дня народного мастера в республике. Так что вот туда вот приходите. Выставки есть. А вот здесь вот афиша, целая программа с 2 по 6 марта. Что будет проходить. Завтра будет 16 часов торжественное закрытие мероприятий, посвященное Дню народного мастера в зрительном зале. Вот таким вот образом. Много тут, я смотрю, бабушек ходит. Улица Дзержинского. Вот напротив Дома дружбы народов. Пожалуйста, в 4 ряда машины шуруют круглосуточно. Эта дорога, кстати, из аэропорта идет, поэтому здесь постоянно ездит транспорт. Ох, скидывают снег, я вижу, вон там с дома. Должны огородить, по идее, внизу, чтобы никто не попал под снег. Опс. И вот смотрите, здесь какая. Тут типа такая горка. Можно сесть и вон туда скатиться. Вот там машина стоит. Да, сегодня мероприятие проходит, поэтому здесь много машин припарковано. Вот видим, что весь двор заставлен транспортом. Да, и снег скидывают. Огородили внизу вот этой лентой. Вот тут как пройти-то, смотрите, какие бугры. Ё-моё, давайте рискну. Не чистят дорогу в этом месте совсем. Вот, видите, да? Там человек наверху, так понимаю, с этим стоит, скидывает, и внизу ограждение. Да. Вот такие вот дворы типичные. Эти вот дома. КПД, четырехэтажный, еще первых времен постройки 70-х годов. И вот у них такие, смотрите, какой у них двор шикарный. Эти какое расстояние. Вот так вот можно, да. И машины, в принципе, все помещаются. И вот эта вот площадка детская, она большая. Большая, смотрите, какая большая площадка. Вот можно тут детишкам бегать. Разные есть вот эти аттракционы, качели. Так, я хотел как-то вот здесь так не по дороге пройти, посюда. Кстати, смотрите, балконы у них застеклены, все одинаково. Все одинаково. Так. И нету такого кошмара, что вот
как обычно люди сами по себе делают застекление. У кого что. У кого что. Поэтому дома выглядят, в общем-то, симпатично. Так, это что? Здесь такое 15. Лотос. Не вижу. Не вижу лотос. Что за лотос? Чем они занимаются? Вот 9-я школа. 9-я школа. Старое историческое здание. 50-х годов. Видите, да, там колонны, такой стиль. Классический, сталинский вот такой стиль. Ампир. Это школа 9-я построена. 8-летняя, по-моему, школа это. Так, как я здесь пройду. Ну, раньше, сейчас я не знаю. Раньше была она как 8-летка. Поскольку там помещений немного. И все вот 10 классов не помещались. Поэтому она как 8-летка была. Таких школ такого типа несколько в городе. Я уже, слушайте, из последних сил иду. Но здание хорошо построено. Поэтому они крепкие, надежные. Трансформаторная будочка здесь какая-то. И вот мы сейчас с вами выйдем. Здесь вот по таким ходам идем. Здесь можно и сюда пойти, и туда пойти. Куда хотите. Ой. Вот теплотрассы у нас. Вот, смотрите, да? Тепло в дома поступает. Где отопление, центральное отопление, соответственно, вот по таким трубам поступает тепло в дома. Так, давайте-ка я почитаю что-нибудь. С масленицы, мирного неба, да, над головой. Спасибо. Все, какая красота, да. Пишите еще что-нибудь, немножко я еще поснимаю. Ух, тут воробьев-то сколько у нас, а? Ну давайте, пойте песню. Я как пришел, они что-то приутихли. А здесь вот игровая вот эта зона для футбола и баскетбола. Детский сад такой вот небольшой здесь есть. Ух ты, а там даже, смотрите, елка-то какая большая. Вон, смотрите, что-то я пропустил. Ага, он растет, никто не срубил ее, вот она растет там, елка. Да, птички оживились, значит, впереди теплые времена. Ну, обычно в Якутске 8 марта всегда уже тепло. Ну так вот, по-нашему тепло. То есть это градусов 15, 20. И начинает уже потихоньку снег подтаивать потихоньку. Ну а уже к концу марта, в апреле, он уже начинает интенсивно таять. И образуются, соответственно, лужи. Так, вот этот дом Лермонтова 23/2. 23/2. И мы выходим напротив вот Мегафон. Я, кстати, уже 1,5 часа, 1 час 24 минуты с время. Мегафон, офис Мегафон. Офис Мегафон. Если вон туда пойти, там 23-я школа будет. И довольно удачно все раньше вот строили, не было такой большой плотности людей на квадратный метр. А сейчас вот смотрите, дом, и вот сколько здесь транспорта. Сколько здесь транспорта.
Поэтому в городе на машине ездить сейчас летом будут большие пробки. Как бы, конечно, хорошо машина, да, у кого дача, ее надо, конечно, обязательно иметь, куда-то выехать, отдохнуть на природу. Хотя у нас в том году пожары были летом, и, соответственно, запрещен был выезд людей в лес. Стома, престиж, стоматология. Так, Новая Москва. Привет, привет, Новая Москва. Как там у вас погодка? Снег растаял. Вот, смотрите, велосипедист. Я вот удивляюсь, как они по этому накатанному ездят льду. То есть он довольно скользкий. Но, видать, у них такая резина шипованная, колеса, что они не падают. Тут смотрите, какими буграми дорога. С ногами-то идешь, свалиться можно. А на велосипеде, да, ну, шины, если хорошие, да, так шины надо менять. Зима, лето. Так, и вот мы выходим. Здесь, кто помнит, был 18-й магазин когда-то, продуктовый, большой 18-й магазин. Здесь было вот так вот, на первый этаж весь был. Это был весь все магазин. Птички, птички, птички. А сейчас его отдали. Там, значит, жилищная контора городская находится. Вот. Это даже заезд. Вот был хлебный отдел когда-то, хлебный отдел. А вот здесь вот специально такой подъем для того, чтобы заезжала машина с хлебокомбината. И вот они там, значит, выгружали. Вот там дверь была, и прямо туда они выгружали. А сейчас уже такой надобности нету, но вот это осталось сооружение здесь. Сооружение. Так вот все выглядит. Сейчас единственное, что эту горку, заезд этот используют как горку просто, и все. Дети, как чтобы покататься. Ну и вот здесь вот был хлебный отдел. Хлебный отдел. Потом была вот такая большая эстакада, лестница, да. То есть можно было вдоль идти. Прямо не спускаясь. Там, по-моему, был овощной отдел, мясной отдел. Продавали картошку, капусту, все, что надо было для полноценного питания, качественного. Продукция в те времена была, в общем-то, по ГОСТу, что сейчас ценится, да, ГОСТ стандарт. Но не было, конечно, такого ассортимента, и был дефицит. Вот одно время дефицит продуктов. То есть здесь вот очередь стояла за колбасой, вот отсюда, вот куда-то вот сюда вот она проходила. И надо было 2 часа стоять, чтобы колбасу купить. Ну, это были 80-е там года. И причем давали, по-моему, ограниченное количество колбасы в руки. То есть это 2 палки вареной и 2 копченые. А вот киоск Горпечать тоже вот, как бы сохранился раньше. Союз Печать раньше называлась, сейчас вот Горпечать. Вот газеты продают здесь. Можно взять, почитать. Кроме газет еще всякие сувенирчики. Газетки. Ну, собеседник продают, пожалуйста, 35 рублей. Еще что-то старенькое с Новым годом, господи. Жвачку. Местные журналы, вот Журфикс, Баянай. Это про охоту, да? Кто хочет почитать. Транспортных карт нету. О, продали все.
Так, и местные газеты продаются. Хасиры, Жизнь Якутска, Комсомольская правда. Таким вот образом. Киосочек существует. Люди что-то немножко остался еще, кто читает газеты, журнальчики. Ну, это, как правило, пожилые люди, которые к этому привыкли. А это перекресток улицы Дзержинского и Лермонтова. Вот такая здесь транспортная, интенсивная у нас схема. Очень много машин, очень много транспорта. Такая крупная транспортная развязка в городе. Очень крупная. Так, ну что, мы вот давайте туда пойдем. Там вот остановка. Если кому надо, вот туда может сесть на остановку. Может вот сюда сесть на остановку. Вот видите, с этой стороны. Полиметалл. Полиметалл, вот вывеску вижу, да. Здесь, вот, кстати, остановка банковская. В этом доме там несколько банков. АТБ, ВТБ, Росбанк, Сбербанк, Хоум Кредит Банк. Господи, еще какие я забыл. А вот здесь вот банк Алмаз-Эргенбанк на первом этаже. Ой, я не успеваю, господи, что такое. Фух. Вот здесь вот Алмаз-Эргенбанк. Банк пенсионеров вот привязали к этому банку в Якутске. А некоторые пенсионеры, они как бы еще любят наличку, им выдают наличку эту прямо в кассе. Так, такие елочки, все с иголочки. А уже снежка поменьше стало, я смотрю. Давайте еще погуляем, немножко еще погуляем. Японский дом, кстати, вот это японский ресторан Мацури, вот он в таком стиле сделан, как бы Япония, да? Да. Сколько же здесь машин-то, а? Все на машинах, люди. Очень много. И они, смотрите, и туда, и сюда ездят. А мы с вами гуляем по улице. И там машин много. Давайте еще сюда зайдем. Это может быть интересно. Вот тут тоже, я вижу, снег скидывают. Ох, какие большие. Летят. В Якутске чистят снег с крыш, потому что начинает таять. И чтобы не было, соответственно, потопов, вот его вот так вот сгребают, видно, да? Лопатами с крыш. Потом должны убирать здесь все это дело. Ух, хорошо ребята работают. И насыпется так все. Видно, надеюсь. А то засыпят снегом по полной. Да, что тут такое сегодня происходит, что столько транспорта здесь, а? Что-то подозрительно. Обычно здесь столько машин не бывает, а сегодня вот именно целая, как будто дорога, проезжая часть. Так, вот это у нас водоканал. У них здесь какой-то коллектор городской большой. Вот здесь вот. Одно время вот эта улица Федора Попова была долго перекрыта, поскольку делали городской коллектор вот под землей, который находится. Очень долго, там пару лет, что ли, или даже больше. Так, ладненько. Так, элитный дом, вот смотрите. Тут у них даже вот эта будка какая-то пропускная есть. Забор, знак кирпича. Проезд запрещен.
Ой, вас там трясет, да, я чувствую. Ну, я, в общем, рад, что стрим сегодня запустился, удался довольно успешно. Это уже сколько я? 1 час 35 минут снимаю без каких-либо особых проблем. Ну и вот смотрите, вот это уже новый дом, новая постройка. Сколько здесь этажей? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-этажный дом. Такой пятачок. И у него тут, конечно, место совсем мало. Вот это детская площадка. Вот такая вот старинная. Ой, маленькая, вернее. Вообще малюсенькая. И машин, транспорта здесь. Ого-го, сколько. Сохранился еще старый забор. Еще каких-то, наверное, 50-х годов. Может, даже раньше. 40-х, 30-х. Вот раньше была такая деревянная застройка. Деревянные дома. Ну, их сейчас все посносили здесь. Хотя пару домов в этом квартале деревянных еще осталось. Они так, как бы сказать, спрятались между каменными высокими домами. Ой, приходится как проходить здесь ветки деревьев прямо в лицо. О, да, машины сколько времени стоят эти, зимуют. До лета. Ну, летом, конечно, транспорт нужен. Так, ну как мне здесь пройти-то? Посюда, что ли? Не хочется мне нагибаться. Надеюсь, пройду. Упс. О, все, вышел. Вот такой дворик типичный. Воробушки еще. Значит, в городе весна. Раз они начали петь, чирикать. Дзержинского 22/6. Общежитие. Такое большое здание, общежитие. Не знаю, чье оно, но вот оно все время построено как общежитие. Здесь много очень людей здесь проживает, семей. Так, как мне здесь спуститься? Я вон туда хочу. О, тут как накатано-то, а? Ё-моё, пройти целое дело. Ух ты. Глубоко. Так, сейчас как-нибудь вот посюда спущусь. Вот это здание общежития. Упс. А вот это налоговая контора республиканская. Так. Упс. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Не могут сделать здесь переходик, нормальный, чтобы был лесенку. О, тут канализация течет. Ё-моё. Дайте-ка я немножко передохну. Во правую куртку, сумку вернее. Куртку, сумку, все подряд. Так, ну хорошо, я сегодня, кстати, прогулялся. Просто замечательно. 1,5 часа пролетели незаметно. А здесь вот когда-то первый магазин был, Манчары здесь. Ну, сейчас здесь что только нету. А здесь Евротехника. Федора Попова 21А. Евротехника, салон. Да, у них там я тоже представляю, как цены-то ломанулись. Ого.
Евротехника, да. И тогда не было дешево здесь все. А сейчас так тем более. И подавно. Так. Ну и выходим мы вот это улица Володи Губина. Вот это вот. За этими домами она. Опасно. Вот снега стали вот такие, кстати, объявления делать. А кто-то здесь положил 3 семерочки. Портвейн. Люди распили. Вот тут вот зашли они вот так вот за этот домик. И вот тут они, видать, стояли, курили, и вот эти три топора, они 3 семерки, они распили. Как говорится, шары залили, им стало хорошо, они пошли дальше. Улица Губина, вот она, здесь остановочка. Вот, пожалуйста. Магазин больше-меньше, алкодискаунтер. То есть, если вы берете там 3 бутылки водки, она у вас дешевле получается, чем когда вы возьмете 1 или 2. Понимаете? Алкодискаунтер. Я первый раз такой вообще вижу, чтобы вот спирт, алкоголь так с такими скидками продавали. Алкодискаунтер. Так. Идем. Дорогу. Много молодежи ходит. Ну, тут там тоже впереди разные торговые центры будут, магазины. Одну секунду. Еще можно было переходить. Так, а это уже улица Федора Попова. Федора Попова. Вот это здание Якутскэнерго. То есть вот это здесь главная компания по производству электричества в городе. Ну, здесь у них офис, главный офис. Вон там видно даже, что у них шлагбаум. То есть пускают только свои машины они. Какие попало, они пускают. Ну, и здесь вот куча магазинов опять. Торговый центр Деляй. Потом там будет Гранд-Сити. Потом крытый рынок. Потом удачная покупка. Магазин Тока. И здесь также находится паспортный стол. А ВИР там паспорта выдают, загранпаспорта. Он в том доме, вот, Федора Попова 8, дом 8. Там также находится почта. Почта России, отделение связи. Вот в таком вот стиле сделано здание с национальными узорами. Торговый центр Деляй. Здесь у нас находятся магазины такие, как Остин, Ефроше, Браво, Малевиста какая-то. Ну, я не разбираюсь, извините, если неправильно читаю название. А также Эльдорадо и Спортмастер. Интересно, в Спортмастере как цены сейчас. Интересно. Потом я еще поснимаю как-нибудь цены, насколько они скакнули. Как мне сказал сегодня консультант в ДНС один, что цены-то подросли не потому, что там курс доллара, а потому что товаров типа больше не будет. Это он, конечно, сгустил краски. Можно понять их, что они сейчас
Вот многие продажники, пользуясь вот этими событиями, да, они на ажиотаже пытаются сбыть больше товара своего. У них прямая зависимость выручки от выручки и зарплаты. То есть чем больше им удастся одурить людей, тем и они купят что-то, тем больше у них будет зарплата, соответственно. Вот мы видим, что много людей заходит. Ну, праздники, понятно, 8 марта. Много женщин идет себе подарки покупать. Мужчины, как правило, не любят ходить по магазинам. Так. Ну, и выходим мы сейчас вот здесь супермаркет, удачная покупка. Вот, пожалуйста, там тоже напитки 18+ внутри. Это без напитков 18+ не останетесь, фикуски. Не останетесь, возьмете что-нибудь за любую цену. Аптека социальная. И вот здесь вот крытый рынок. Крытый рынок вот на первом этаже, да? И здесь магазин «Дружба». Вот видите, звезда такая вот. Звезда, это китайский магазин, здесь второй этаж занимает. Большой промтоварный магазин, там всякие товары, одежду продают, посуду и так далее. Всякое такое. Ателье, вот тоже парикмахерская. Здесь какая-то кафешка. Куры гриль. Вот поэтому здесь такой запах. Вот враждебная кока-кола заманивает людей в ней. То есть курочка гриль и кока-кола это считается чем-то таким фантастической едой. Фантастически вкусной, удачная покупка. Здесь действуют скидки, удачные покупки. И вот они тоже здесь снежок скидывают. Смотрите, снежок скидывают. Ух, смотрите, сколько они наскидывали снега-то. Да. Но вот им теперь надо его вывозить. Иначе, если они здесь не уберут, здесь будут такие гигантские лужи, потому что вот этот не справляется, вот это вот, она забьется мусором, вот это вот, как называется, ой, господи, забыл уже название, она забьется мусором, и просто воды будет столько, что все тут переполнится, и нам придется в резиновых сапогах ходить. Столько здесь снега. Причем, смотрите, снег вот такой вот серый, грязный снег. Вот его надо куда-то вывозить, потому что он ядовитый. Потому что машины вот эти вот, они, которые ездят, они, соответственно, у них там что, свинец, да? Какие-то токсические выбросы. И вот это все летит, оно здесь осаждается. Поэтому надо куда-то вывозить. Утилизовать это все, чтобы не загрязнять почву. Тут у нас опять дискаунтер больше-меньше продуктовый. Кари, обувь, второй этаж занимает. Там хорошие бывают выгодные продажи, когда берешь две сумки. Ой, собака чья-то бегает или не чья. Вот она ждет. Кари. Две, пара обуви покупаешь, и третья бесплатно. Все шикарно. Он чипированный. Смотрите, на ухе у него этот, как его, чип. То, что он вакцинирован, чипирован. Бегают тут псы. Что-то боролись с ними, боролись. Теперь опять они начали бегать по весне. И не первый раз я практически каждый день вижу, что собачки бегают. Главное им стаи не собираться давать. Стая это опасно. Они для людей большую опасность представляют. Стая собак. Так голем.
Мебель и товары для дома. Швеция. А вот это вот Икея у нас. Интересно, она работает? Говорят, Икея же закрылась, да? Икея где-то там в России. Вот люди идут, заходят. Сейчас мы тоже сюда зайдем. Посмотрим, продается или нет что-нибудь икеевское. И цены как. Стокгольм. Мебель и товары для дома. Вот тут, смотрите, раздельный мусор сразу. И вот здесь вот товары разные. Ну, кто знает икеевскую мебель, вот может ее узнать здесь. То есть магазин продает продукцию Икеи шведскую, хотя называется по-другому. А, вот смотрите, сумки Икея, да? Икея написано. Ну, все сразу понятно. Люди ходят, смотрят. Сейчас куда-то деньги надо сплавить, кто-то мебель покупает. Посуда здесь продается, мебель. Второй этаж, там полностью мебель. Ну, у них такое, да, надежно. Все качественно. Там эти продукты, поэтому она спросом очень хорошо пользуется у нас. Диванчики, подушечки, цветочки и так далее. Когда переходит, вот это вот бойлер, обогреватель, чтобы было в магазине тепло, соответственно, бойлеры такие ставят на входе. Ну, а это улица Федора Попова. Вот так вот. Такая вот здесь движ такой идет сейчас. Смотрите. А там вот напротив магазин Тока продуктовый, почта, еще паспортный стол, Авир. Ну, а эти вот дома, их недавно построили, вот эти вот все дома. Вот эти все недавняя постройка. Тут вот еще два домика осталось вот этих снести. Их уже отгородили забором. Соответственно, уже часть разобрали. Зданий, крышу я смотрю, стенку там разобрали. А так еще пока стоит. Но, видать, ждут теплых времен уже. Когда будет тепло. Так, давайте что-нибудь почитаем. Чат. Новая Москва. Снег еще есть, ночь до минус 10 градусов. Ух ты, ни черта себе. Так почти как в Якутске. У нас тоже скоро так минус 10 будет. Новая Москва. Всем блогерам не отчаиваться и продолжать снимать. Согласен с вами. Надо такой контент вот разнообразный снимать. Чтобы, ну, вот, допустим, у нас канал, он такой специализирующийся вот, по городу Якутску. То есть, кому интересно посмотреть, может зайти, посмотреть обстановку в городе, что все окей, все хорошо. Да. Ну, а эта дорога вот туда дальше, если идти, можно выйти в речной порт. Тут недалеко совсем речной порт. И там, соответственно, ну, сейчас, естественно, Лена замерзшая, поэтому, естественно, по реке ничего не ходит у нас. Ждем, когда река вскроется. Но это уже будет май месяц. У нас Лена вскрывается в мае, где-то в 20-х числах. Может, чуть раньше. Проходит вдоль города. И потом уже где-то через недельку, после того, как лед пройдет, уже начинается навигация. Начинают уже плавать
вот эти речные судна разные. Переправа на тот берег открывается уже. А сейчас, кстати, есть переправа на тот берег, но с помощью она проходит, значит, вот когда шуга, лед еще не вскрылся, с помощью воздушных судна на воздушных подушках различные, вот такие катера ездят. Они что по воде, что по льду, они одинаково ходят. Ну что, вот я вам поснимал, уже получается 1:55. В общем-то нормально, да? Нормально поснимал. Он этот все пес здесь бегает, ищет чего-то. Что-то поесть он ищет однозначно. Нормально поснимал, поэтому сейчас еще минутка и я стрим завершу. Так что было приятно постримить для вас. Кому это видео интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч, в общем-то. Будем продолжать и дальше снимать для вас. Будут еще новые видео. Есть у меня материал определенный. Я еще даже не наснимал и не смонтировал. Как бы просто лежит в загашнике. Надо вот как-то будет сесть, смонтировать и, соответственно, выложить на канал. Ну ладненько. Всем пока. До новых встреч. 14 лайков. Один смотрит. Ну, вообще шикарно. Шикарно. Всем пока.